4 года идет война. 4 года принесли с собой как итог больше 3000 пока что официально признанных. Ну, то, что работают волонтеры, я считаю, уже можно считать официально признанным, да. Больше 3000 погибших и пропавших без вести на этой войне Саха. Очень плохая экономическая ситуация. Абсолютно плохая. Если раньше у нас было хоть какая-то надежда на то, что республика будет развиваться. Например, на то, что мы как-то диверсифицируем нашу экономику, перейдем к переработке, да, построим. У нас НПЗ нет своих, да. Правильно говорил вот один из фермеров у нас в последних роликах, что у нас даже перерабатывающих заводов нет своих. И у нас была надежда, что когда-нибудь, в ближайшем будущем, мы перейдем все-таки на переработку. Но сейчас все эти надежды рушатся. Вы видите, что бизнесы закрываются, бизнесы не выдерживают. Вы видите, что людям не выплачивают зарплату по много месяцев. Вы видите, что полки пустеют в магазинах. Вот недавно тоже мы видео значит, выкладывали в Инстаграм и на Ютуб. У людей нет денег закупать товар, продавать его, да, на все это уходят деньги, потому что это и аренда помещения, это и заработная плата, да, на все это нет у людей денег, и у людей нет покупать, понимаете, денег нет, чтобы покупать товары. Очень сильно сократилась потребительская корзина, зарплаты не растут, зарплаты задерживают. Посмотрите, что происходит в образовании. Помните, вот этой осенью тоже было письмо преподавателей Арктического института культуры. И они говорили, что зарплата у специалиста молодого 17 тысяч рублей. 17 тысяч рублей. Эта цифра прям мне запала в голову, да, я прямо ужаснулась. Как можно выжить на 17 тысяч рублей в Якутске? Все это очень печально. И вы знаете, и если 4 года назад, когда мы начинали говорить о том, что Республике Саха нужна независимость, мы были, вы знаете, вот среди таких маргиналов. На нас все смотрели и смеялись, крутили пальцем у виска и говорили: вы сумасшедшие. Вы сумасшедшие, мы не сможем жить без России. А теперь мы видим, что, может быть, очень многие, кстати, стали думать о том, что, может быть, нам вообще не жить с этим агрессивным государством, с этим государством, которое не обращает внимания на нужды обычного человека, которому абсолютно все равно, в каких условиях живут люди, есть ли у них, достаточно ли у них благоустроенное жилье, достаточно ли им денег, чтобы покупать продукты, хотя бы минимальную, да, минимальный набор, есть ли у них деньги для того, чтобы обучать своих детей. Государство совершенно не заботится о своих гражданах. Республиканские власти тоже не заботятся о своих гражданах. И вот за эти 4 года появилось большое количество людей, которые изменили свое мнение, которые говорят о том, что, возможно, независимость не так уж и плоха для нас. Может быть, лучше жить независимым, свободным государством, суверенным государством и самим решать свои проблемы. Иметь свободу воли, как правильно высказался Александр Игнатьевич. Может быть, это не такая плохая идея. Уже большое количество людей так думает. Более того, если 4 года назад так называемая русская либеральная оппозиция тоже крутила пальцем у виска и говорила: нет, вы что, какая независимость, какой распад, да? То сейчас, посмотрите, в кого ни плюнь, в какого либерального оппозиционера не плюнь, каждый говорит о распаде. Они, конечно, по-разному говорят. Одни говорят, что нет, распад невозможно, нет, нельзя. Другие говорят, что это единственный выход из сложившейся ситуации. Единственный способ утихомирить агрессора, да, для того, чтобы Россия больше не ну вот после этой войны с Украиной, для того, чтобы в последующем Россия ни на кого не нападала, она должна распасться на несколько там независимых государств.
Очень многие стали понимать, что на самом деле, да, жители национальных республик являются, вообще национальные республики являются оккупированными территориями, а жители находятся в колониальной зависимости от Москвы. Очень многие стали это говорить. Я уже не говорю о том, что появилось много, если еще в самом начале войны все тоже очень боялись того, что значит, люди поедут воевать на стороне Украины против России, были против этого, то сейчас уже многие открыто говорят, да, Россию не победить, путинский режим не победить мирными протестами, мирным способом. Невозможно. Путинский режим можно будет победить только вооруженным путем. Многие понимают, что с Россией им не по пути. Да? Можно было бы, конечно, есть такие люди, которые вот выступают за сохранение федерации. Ну вот, дескать, будет правовое государство, настоящее правовое государство, которое будет защищать интересы жителей национальных республик, жителей, там, я не знаю, краев, областей, регионов, да, отдельных. Но многие понимают, что гарантий-то нет никаких. Кто из оппозиционеров сейчас либеральных, да, из русских, тот же самый Карамурза, тот же самый Яшин, та же самая Навальная, кто из них дает нам гарантии того, что путинский режим не повторится? Они эти гарантии дать не могут. Почему? Потому что они не знают России. Они не в курсе того, и вообще абсолютно все равно, что происходит в национальных республиках, что происходит на Дальнем Востоке, что происходит в Хабаровске, что происходит на Чукотке и в Магаданской области. Они никогда там не были. И они не поедут туда никогда. Им проблемы народа абсолютно, значит, индифферентно они к этому относятся. Им абсолютно все равно, как там люди живут. Я вот недавно по Магаданской области прогулялась, да, в Гугле, в Google Мапсе, в карте. Депрессивный регион. Ничем не хуже нашей Арктики, понимаете? Ничем не хуже нашей Арктики, ничем не лучше нашей Арктики. Это такой же депрессивный регион. Такие же развалюхи, всюду, значит, разруха, дорог нет. И, в общем, и крайняя нищета. Эти люди, русская либеральная оппозиция, не знают Россию. Зачем они ее хотят сохранить? Они сами не понимают, зачем они ее хотят сохранить. Ну, конечно, они понимают, да, только для того, чтобы дальше продолжать качать наши ресурсы и жить себе припеваючи. Защищают они, я уже один раз говорила, защищают они не Россию. Они защищают Москву для того, чтобы, да, Москва дальше продолжала жить хорошо. Они защищают свои элитные школы, да, прекрасные московские уютные дворики, где они по вечерам пьют кофе в этих уличных кафе. Да, ну вот они защищают свою сытую, благополучную жизнь. Как живут жители отдаленных регионов, им абсолютно все равно. И вот многие люди стали понимать, что никто не даст им никаких гарантий того, что путинский режим какой-нибудь дубль 2 и дубль 3 не повторится. Понимаете? Не произойдет. А потом многие понимают, что вот эти все запреты, которые сейчас вводятся, в многочисленные запреты, которые вводятся в Российской Федерации, но с этим невозможно жить. Интернет запрещен. 21 век. Весь мир свободно, значит, использует интернет. В России, в Северной Корее и в Иране, да, это все запрещено, в Беларуси. Многие с этим не согласны. Многие не согласны с тем, что они... Вот, ну, представляете, люди боятся репрессий. Репрессии, на самом деле, страшные же в России сейчас. Много чего нельзя. Любое слово какое-то неосторожно сказанное, оно может повлечь за собой не просто административный какой-то штраф, административное наказание, а уголовное преследование, 20 лет тюрьмы. Не хотите? Вот. И многие не согласны жить вот в этом постоянном страхе.
Многие не согласны жить в этой постоянной пропаганде, от которой у людей наступает депрессия, настоящая депрессия. И поэтому тоже люди думают, ну сколько можно? Ну, может быть, все-таки мы уже а, обретем независимость, станем независимыми. Потому что жить в Российской Федерации гарантированно, да, ну, то есть никто не может гарантировать, что там будут какие-то настоящие демократические, значит, права и свободы соблюдаться граждан. В 90-е годы нам пообещали, нас обманули. Нет гарантии, что опять нас не обманут. Многие это понимают. И многие идею независимости, которую мы сейчас, люди, которые уехали за рубеж, да, на самом деле, совершенно спокойно можем высказывать, предлагать людям другую картину будущего. Многие с этим с нами соглашаются. Сейчас уже, да, сейчас мы видим этот разворот. И это на самом деле очень радует, что люди начинают понимать. Многие люди имеют возможность сейчас сравнить с тем же самым Казахстаном. Казахстан получил свою независимость и прекрасно живет, и обратно в Россию не просится. То же самое с другими бывшими союзными республиками, которые получили независимость. Грузия, Армения, Азербайджан. Они все получили, Таджикистан, Узбекистан. Они все получили независимость и обратно не просятся. Есть трудности, но они независимы. Они сами решают, что им делать. И люди, многие, видя это и понимая это, тоже приходят к идеям о том, что независимость все-таки это наше будущее. Это тот единственный путь, благодаря которому наша республика Саха, люди Саха, люди, живущие в республике Саха, смогут выжить в будущем. У нас, конечно, очень много положительных качеств, тех качеств, которые помогли нам выжить. Помогли выжить и не исчезнуть, да, нашей нации Саха. Но этого мало. Нам нужна свобода для того, чтобы для развития, для увеличения численности, да, для того, чтобы нас стало еще больше, для того, чтобы мы стали сильнее, для того, чтобы мы смогли сохранить свой язык, свою культуру, свои традиции. Одних качеств положительных мало. Нам нужна свобода, нам нужна независимость. Спасибо всем тем людям, которые сегодня имеют смелость говорить о независимости, говорить о свободе. Чем дольше продолжается эта война, чем хуже экономическая ситуация в России, чем сильнее кризис, тем больше людей будут поддерживать идею независимости. И чем больше нас становится, тем ближе наша независимость. Спасибо вам большое. Скоро увидимся.